отбираем, значит, с нижних мешков, со средних и с верхних. С каждого, вот, с каждой партии. Все 10 тонн кукурузного семенного запаса специалисты проверять, конечно, не будут. Они отбирают из разных мешков по несколько кило семян для дальнейшего анализа. Кукурузу готовят к посадке в ближайшее время в ГУПе Нестеровская. В данный момент этот килограмм мы везем в лабораторию. В лаборатории мы проводим дальнейшее обследование. Отбираем с этого килограмма 200 грамм, это навеска у нас идет. Подготавливаем материал, куда мы будем высевать ее. Значит, набиваем эти ванночки песком, увлажненным песком, и высеваем по 50 штук на 4 повторности. Уже в лаборатории семена отправляют в термостат, где они хранятся неделю при температуре 20-30 градусов. Этот вид анализа проводится, чтобы определить схожесть семян и дать хозяйствам рекомендации на кондиционность семенного материала. На 4-й день мы снимаем энергию этих семян. Обычно они выходят, если они хорошие семена, дружные всходы в энергию. Но если плохие, значит они сколько покажут в энергию в день снятия энергии, там может 60%, может 74%. Остальные стоят до 7 дней на проращивании. Вот сколько там прорастут, мы плюсуем, сколько вышли в энергию и на схожести, и полный даем результат схожести. Взятые на пробу 2 килограмма семян Россельхознадзор отправляет в Ставропольскую межобластную ветеринарную лабораторию, где проверит их фитосанитарное состояние и приспосабливаемость к местным условиям. После получения результатов лабораторной экспертизы, если соответствует, то дальше они могут спокойно сажать свои семена. Если не соответствует, то уже мы будем применять другие меры по отношению к изготовителю, будет проводиться специальная работа. По словам специалистов, главное условие для получения высокого урожая и продуктивности пашни – это тщательный подбор наиболее подходящих для каждого хозяйства сортов и гибридов сельхозкультур и соответствующая подготовка семенного материала. Диана Дударова, Милана Хамчиева, Мака Дударова, Магомед Даскиев. Новости 24. В текущем году аграрии Ингушетии намерены увеличить урожайность зерновых культур. Министр сельского хозяйства и продовольствия Республики Хызыр Галаев сообщил, что при соблюдении всех запланированных агротехнических мероприятий и благоприятных погодных условиях показатель в 2019 году может составить порядка 4 миллиардов рублей, что в 1,5 раза больше, чем в прошлом году.